Здравствуйте, вы смотрите передачу «Авторивьера». Сегодня в нашем выпуске «Безопасность дорожного движения». Тема всегда актуальная. Мы покажем, как в эти дни работает госавтоинспекция. Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Батал Агарба в своем интервью непосредственно расскажет о проводимой работе. В первые недели после введения чрезвычайного положения в Абхазии улицы выглядели пустынными. На дорогах было непривычно мало автотранспорта, но это длилось недолго. В настоящее время движение, как и прежде, стало интенсивным. Все зависит от ситуации. Нельзя исключать и повторных ограничительных мер для перемещения граждан и автотранспорта. Как говорится, будем надеяться на лучшее. Вот так каждое утро и каждый вечер начинается для сотрудников ГАИ с построения и развода, где подводят итоги прошлого дня, прошлых суток, ставятся задачи и проводится инструктаж. Внимательно вас слушаем. Доложите, пожалуйста, как была проведена служба в вчерашнее время, что было сделано. За время проведения профилактических мероприятий нами было составлено 45 административных протоколов. Из них 6 в нетрезвом состоянии. Каждый час мы должны проверять патруль, где он находится, на заданном ли он маршруте находится, какая обстановка на том или ином маршруте, где патруль несет службу, справляется ли патруль с поставленной задачей. Все эти пометки и замечания необходимо делать в книге проверяющих с указанием времени, даты и тех замечаний, которые было вами выявлено. Говорите с водителями, которых останавливаете, вежливо, доходчиво, чтобы они понимали, о чем речь идет и какие нарушения тот или иной водитель допустил. Обратить ваше внимание на вежливое обращение с нашими гражданами. Вести себя в рамках действующего законодательства. Весь процесс проходит очень динамично, и затем патрульные экипажи выезжают на предписанные участки для несения службы. Наша съемочная группа направилась с экипажами, которые выехали на самый загруженный и сложный участок в городе Сухум, на Республиканский рынок. Первым делом расчистили дорогу перед рынком от транспорта, препятствующего движению по улице Арзенба. Затем сотрудники направились расчищать дороги вокруг рынка. Вот знак «Остановка запрещена», и мы видим целый ряд машин, припаркованных в зоне его действия. Наряду с телегами, перевозящие различные товары, они создали затор на этой улице. Другая проблема – это несанкционированная торговля прямо на проезжей части. Огромные телеги с зонтами, импровизированные в качестве торгового лотка на проезжей части – все это в целом вместе с припаркованными в запрещенных местах автотранспортом создают на дорогах по периметру рынка хаос и дорожные заторы. Это отгонять каждый день Это еще здесь сегодня так, а то здесь вообще коллапса не делают. Мы стоим на улице Гуля, сзади рынка в городе Сухум, где вы, как видите, происходит торговля на проезжей части. К сожалению, это небезопасно для организации безопасности дорожного движения, для граждан, для покупателей, для продавцов. Затрудняет движение другим участникам дорожного движения. Наши предприниматели предприимчиво организовали такой прилавок на проезжей части из тачки, и блоков и зонта. Буквально полчаса работы нескольких экипажей, и вы видите результат. Проезжая часть стала свободной и просторной. Теперь патрулю осталось поддерживать этот порядок в течение всего дня. На выделенной полосе для общественного транспорта в основном нет помех, но все же случается, что на выезде из этого ряда кто-то перекрывает движение брошенным автотранспортом, а автобусы и троллейбусы с пассажирами вынуждены дожидаться беспечных автовладельцев этих транспортных средств. К сожалению, у подразделений ГАИ в настоящее время
нет своих эвакуаторов, чтобы в подобных ситуациях они могли быстро разблокировать заторы. Мы вот были очевидцами, как вы наводите порядок на дорогах вокруг рынка по периметру. Увидели такие вот основные проблемы, как парковка. Вот стоит знак «Остановка запрещена», и целый ряд машин стоит под этим знаком. И торговые точки прямо на проезжей части. Если говорить о ситуации организации безопасности движения в городе Сухум, а именно по улице Ардземба, Вардания и Гуля, который перед нами сейчас находится в ходе мероприятий, тех утренних, которые мы будем проводить ежедневно и проводим здесь на рынке, мы видим, что, к сожалению, наши граждане занимаются предпринимательством выносной торговли прямо на проезжей части. То бишь не на тротуаре, а прямо на самой проезжей части, что в первую очередь небезопасно для самих их, для покупателей, для граждан, которые будут осуществлять покупку и продажу прямо стоя на проезжей части на дороге. Были сделаны замечания частным индивидуальным предпринимателям, что впредь подобных нарушений не было, но в следующий раз будем уже привлекать к административной ответственности в соответствии с административным кодексом. Это одна проблема, которая имеет место у нас на Вардания и Гуля. Если говорить по улице Ардзенба, здесь вы, как видите, организовано движение для общественного автотранспорта, который должен двигаться по правой стороне, совершать высадку и посадку пассажиров. Как говорил один из водителей автобуса, к сожалению, есть проблемы в городе Сухум с остановками для общественного транспорта, где можно производить высадку и посадку. Они есть, но техническое оборудование, навес, лавочка, все это оставляет желать лучшего. А порой и в некоторых местах отсутствует и кармашек безопасности для подъезда самого автобуса или другого маршрутного такси. Эти проблемы, которые необходимо решать и снимать для того, чтобы избежать травматизма, аварийность на наших дорогах. А также парковочные места. Вы правильно заметили, что наши граждане, мы общались с ними, почему они пренебрегают. Хотя знак, как видите, очевиден, он виден, он стоит на положенном месте. Мы регулярно проводим профилактические мероприятия по пресечению, по профилактированию данного нарушения. Но, к сожалению, наши граждане опять-таки же пренебрегают. Вызвано это следующим образом, исходя из нашей статистики. На сегодняшний день вы видите, как застроен улица Вардания, Гуля, Ардзенба. Это рынок, вокруг него прилегающие улицы, тротуары на сегодняшний день превращены в торговые объекты. Парковочные места, к сожалению, при строительстве этих новых торговых объектов не предусматриваются. И получаются вот такие у нас, к сожалению, дорожные заторы. Это если говорить о части рыночной. Если говорить о центральных частях улиц нашего города, это улица Лакобов, вблизи Сбербанка, большое количество офисов, там открыли торговый центр еще дополнительно, но, к сожалению, никак и не сделали парковочных мест. И это не предусмотрели. И это вызывает на республиканской трассе, которая является эта часть дороги Лакоба, дорожные такие заторы, которые затрудняют движение транспорта. Вот мы сейчас с вами прошлись вокруг рынка, по периметру рынка, и вы буквально за полчаса, в принципе, навели порядок. Очистили проезжие части, убрали стихийную торговлю с дорог. Вот. Но кто вот это еще должен делать, кроме вас, вот, по поводу стихийной торговли? Вот такой. Да, это проезжая часть, но... Да, непосредственно, если производится незаконно предпринимательская деятельность, у нас есть подразделение Министерства внутренних дел, которые непосредственно профилированы по этому направлению, которые работают также ежедневно по этому направлению. Сказать, что мы так легко и быстро сегодня справились с этой задачей, это не говорит о том, что до этого этой проблемой не занимались. Если бы мы не занимались бы ежедневно с этой проблемой, то сдвинуть с места мы сегодня что-либо не смогли бы за какие-то считанные минуты. Это надо делать систематично и регулярно для того, чтобы держать порядок на вышеуказанных улицах. 1-2 дня получится, что какие-то мероприятия были особо важны, и мы не смогли попасть на рынок, то дисциплина моментально рушится ниже нуля, и все необходимо наращивать заново. Меры профилактики, когда они воздействуют на граждан, необходимо и меры пресечения производить. Вы как видели, мы сегодня гражданам дали такие рамки, в которых необходимо им это пресечь.
и больше не выходить. Если это будет повторяться, то мы уже имеем законное и моральное право привлечь их к административной ответственности. В настоящее время, когда в Министерстве внутренних дел новое руководство приступило к активной работе, безусловно, и в деятельности ГАИ будет проводиться определенная коррекция. Батал Валерьевич, давно мы не снимали таких больших развернутых интервью с вами. Сегодня у нас будет такое вот основательное интервью, я так полагаю. Поскольку у вас в МВД новое руководство, вы проработали уже 3 года руководителем госавтоинспекции. Хотелось бы услышать про проделанную работу немного, какие были подвижки за время вашей работы. На сегодняшний день госавтоинспекция ежедневно решает задачи по организации безопасности дорожного движения на дорогах Республики Абхазия. Как мы видим, приток транспортных средств на наших улицах ежедневно возрастает. К сожалению, уровень подготовки наших водителей и сознания не растет же также соразмерно с количеством транспортных средств. Если говорить о изменениях, которые были произведены в момент моего руководства госавтоинспекции за 3 года, мы внесли ряд изменений, внесение службы строевых подразделений ГАИ Республики Абхазия. Непосредственно внедрили в работу план мероприятий «Безопасный город», «Безопасный патруль». Вот мы сегодня с вами могли наблюдать, как один из этих планов работает, насколько он эффективен. А также у нас мероприятие, что немаловажно, является одним из основных. Это безопасная трасса, которая непосредственно направлена на решение задач, проблем на республиканской нашей трассе. И, к сожалению, аварийность у нас высокая является на этих участках. Задача снизить скоростной режим. Скоростной режим является одним из основных причин ДТП со смертельными исходами, с тяжелыми, тяжкими последствиями для здоровья. Если сравнивать 17, 18, 19 года с 14, 15 и 16, то мы смогли снизить аварийность, смертность на дорогах на 12%. Эта цифра недостаточна для того, чтобы можно было бы сказать, что на наших дорогах стало безопаснее. У нас в год, если говорить о отчетном годе 2019, погибло 56 человек. Это большое количество наших граждан для нашего населения. На 100 тысяч населения, если бы судить, то в развитых странах погибает до 5 человек. Если говорить о нововведениях, которые работают сегодня и обязаны снижать аварийность на наших дорогах, это, безусловно, общемировая практика, которая показала, что весьма эффективно способна бороться со скоростным режимом, с выездом на запрещающий сигнал светофора на встречную полосу движения. У нас на сегодняшний день из 3 мной перечисленных грубых нарушений, в связи с чем происходят тяжкие дорожно-транспортные происшествия, где погибают люди, работает скоростной режим. Работает у нас, к сожалению, он только на республиканской трассе. Это количество группировок камер на республиканской трассе не то, которое бы могло эффективно повлиять на снижение аварийности и смертности. Конечно, ее необходимо увеличивать, и мы в разы сможем увидеть эффективность этих нововведений технического формата. Они у нас, к сожалению, не действуют. Вот видите, у нас есть и парковочные места, которые нарушаются, камера автофиксации в их функционал входит фиксирование, проезд под запрещающий сигнал светофора, проезд на встречную полосу, как я вам говорил, за нарушение правил парковки, стоянки, отсутствие регистрационных номерных знаков и все остальные нарушения. Но, к сожалению, мы пока еще не достигли того уровня, который бы нам позволил все это контролировать. Если говорить о дорогах городского значения, где нет стационарных постов, у нас установлен комплекс «Дозор».
в патрульный автомобиль, который в потоке транспортных средств на улицах выявляет этого нарушителя и привлекает его к административной ответственности за то деяние, которое зафиксировала камера. Но, к сожалению, этих комплексов тоже недостаточно. И эту группировку нам крайне необходимо увеличивать. Существенно изменить ту ситуацию на наших дорогах, снизить смертность, аварийность. Необходимо и средствам массовой информации оказывать нам содействие в этом плане. И нам самим чаще общаться. Сама подготовка будущего водителя, его навыков, способности адекватно реагировать на ту или иную ситуацию, которая может с ним возникнуть на дороге. Это сам процесс обучения в автошколах. К сожалению, госавтоинспекция не имеет возможности осуществлять контроль и надзор обучения в автошколах. Здесь мы обратимся к нашему руководству, кабинет министров, если они рассмотрят наш проект, где мы можем отслеживать процесс обучения, подготовку водителей. Каждый, допустим, житель города не мог не наблюдать такую картину, когда вот два ряда движения днем или вечером заняли две машины, и они там мирно дискутируют. И водитель вынужден, нарушив правила движения, там, пересечь сплошную полосу, объехать их. Вот как с этими нарушениями вы боретесь? Мы с этим нарушением боремся в соответствии с административным кодексом. Данные нарушения привлекаются к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки. К счастью, на сегодняшний день сказать, что это у нас происходит сплошь и рядом, такого нет. Есть у нас нарушения в городе Сухум, которые сегодня являются проблемой. Это ночная такая агрессивная езда, которая влечет за собой опасность. Опасность совершения дорожно-транспортного происшествия, гибели самого водителя, других участников дорожного движения. Мы проводим мероприятия патруля систематично в городе Сухум. Вот если говорить о прошедших сутках, вы были на разводе, где командир взвода докладывал, что было задержано 6 граждан в городе Сухум, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Для нашей маленькой страны и столицы это очень большая цифра. К сожалению, наши граждане как-то безответственно относятся к тому, что садятся за руль в нетрезвом состоянии и пытаются передвигаться на своем транспорте. И их близкие, знакомые, друзья, которые, видя все это, никак не пытаются повлиять на это, отстранить его от управления транспорта или, не знаю, посадить другого трезвого водителя, который бы его довез до дома. Все это вот сквозь пальцы, к сожалению, вот эта дисциплина, она зависит от нас всех вместе. У нас в городе Сухум ведется патрулирование 7 участков. Город разбит на 7 участков. Ну, для начала это на сегодняшний день достаточно, чтобы контролировать ситуацию на дорогах города. И подобные случаи, если выявляются, они жестко пресекаются. 2 человека было арестовано, водворены в изолятор временного содержания за сопротивление сотруднику милиции при исполнении служебных обязанностей и неподчинение законным требованиям сотрудника милиции. Конечно, это неправильно, наши граждане должны адекватно относиться к замечаниям, которые к ним дают сотрудники милиции за их совершенные правонарушения. И когда их привлекают к административной ответственности, не относиться к этому воинственно. Наша задача сберечь их самих и других участников дорожного движения. Как госавтоинспекция может реагировать, например, на какие-то дорожные дефекты, которые возникли? Например, если взять по Кадорскому шоссе, если ехать со стороны города Чемчиры, въезжая в город, по правой стороне, там из-за корней деревьев выросли такие ухабы, такие бугорки, на которых, бывает, там в 2 ряда едут машины, и правый ряд натыкается на эти бугорки, и порой не все знают про них. То есть подобные всякие вещи. Все эти мероприятия технического оснащения дорог, они городские службы и республиканские службы непосредственно связаны за повышение технического состояния наших дорог. Абхазавтодор, транспортное управление. Есть в госавтоинспекции человек по организации безопасности дорожного движения, инспектор, который дает предписания на такие участки. Мы сейчас на одних из наших улиц светофор вышел из строя, и было написано предписание в транспортную службу и Абхазавтодор, чтобы эту неполадку исправили. К сожалению, все эти моменты упираются в финансовую часть, которая, к сожалению,
постоянно оставляет желать лучшего у этих подразделений. А теперь перейдем к вашим планам на будущее. Какие вот будут, хотели бы вы внести изменения в работе, что усовершенствовать, что усилить, какова материальная база? Есть вероятность такая, что у вас материальная база, может быть, на порядок будет увеличена? Какие перспективы вы видите? Перспективы материально-техническое обеспечение госавтоинспекции – это одна из важных вещей, которую необходимо наращивать. Для того, чтобы патрулировать улицы города Сухум, нам необходимо 7 патрулей. Они находятся в движении 24 часа. Есть технические неполадки, которые необходимо оперативно налаживать. Если мы, допустим, не сможем своевременно поставить на маршрут автомобиль, то данный участок будет без контроля и надзора со стороны госавтоинспекции. Это если говорить о материально-технической части. А также необходимо поделить работу в районных подразделениях госавтоинспекции по такому же плану. Где-то необходимое количество транспортных средств, чтобы у них было, чтобы они также могли патрулировать свой район и разделить его по участкам. А если говорить о других моментах, это организация дорожной инфраструктуры, она очень важна. Вы вот говорили о тех моментах, которые такие... Есть неровности на проезжей части, которые влекут за собой, допустим, какую-то нестабильность в управлении транспортного средства. А также для того, чтобы снизить аварийность по общемировой практике, разделяют встречные потоки транспорта. Бетонные ограждения есть, металлические ограждения, отбойники так называемые. Все это влечет к снижению аварийности на дорогах. А также необходимо повысить уровень медицины, которая будет в сложную минуту рядом. Это медицина катастроф. На стационарных постах ГАИ, чтобы дежурили автомобили скорой помощи, которые, есть понятие золотого часа. Если своевременно оказать первую медицинскую помощь, то жизнь человека будет вне опасности. Если она будет не своевременна или не квалифицирована, чаще всего наши граждане, когда происходит происшествие, пытаются вытащить людей из машин, тем самым, если есть повреждения шейных позвонков, это любое движение для пострадавшего является смертельным. И поднимать уровень подготовки наших водителей вот в таких экстренных ситуациях. Планируется ли вот усиление камер видеофиксации, еще и вот фиксации нарушений пересечения сплошной полосы, нарушение сигнала светофоров? Госавтоинспекция все свои планы в организации безопасности дорожного движения с помощью камер автофиксации давно уже выложила. На сегодняшний день мы ждем от инвесторов движения в том, чтобы они нарастили группировку. Административную практику мы наладили. Необходимо их наращивать, безусловно, на наших перекрестках особо загруженных, где наши граждане порой совершают нарушения в виде проезда на запрещающий сигнал светофора. Все эти комплексы способны это предотвращать и контролировать в круглосуточном режиме. Вы вскользь сказали о реорганизации постов. Как вы видите, вот, как надо реорганизовать? Ну, на сегодняшний день на республиканской трассе у нас функционируют около 9 стационарных постов ГАИ, которые обязаны осуществлять надзор и контроль за организацией безопасности дорожного движения на республиканской трассе. Если говорить о их эффективности на сегодняшний день в организации безопасности дорожного движения, то это малоэффективно. А на сегодняшний день для того, чтобы повысить эффективность организации безопасности дорожного движения, это мы возвращаемся к системе автоматизации работы госавтоинспекции, то есть увеличение группировок камер. Как только мы повысим и увеличим группировку камер на республиканской трассе, необходимо провести реорганизацию постов ГАИ. И мы не говорим, что необходимо убрать все посты ГАИ. Как мы увидели, мы пытались закрыть посты ГАИ, которые имеют места объезда, которые находятся вблизи друг с другом. И мы смогли уже на сегодняшний день установить камеры автофиксации, то есть
режим надзора и контроля осуществляется в автоматическом режиме. Но наше население, как мы увидели, начали обращаться к нам и просить, чтобы эти посты были открыты. То есть местное население в них нуждается. И в этой связи мы уже пересмотрели формат реорганизации и предлагаем его в таком формате. На стационарных постах мы видим необходимость несения службы не только сотрудников госавтоинспекции, но службы по чрезвычайным ситуациям, министерством, которое в возникшей экстренной ситуации вследствие дорожно-транспортного происшествия могут своевременно оказать помощь, и медицинская служба, которая окажет экстренную медицинскую квалифицированную помощь. И сотрудники госавтоинспекции, у которых на постах будут установлены центры обработки данных для выявления нарушителей, зафиксированных с помощью камер автофиксации. Хотел бы, если обратиться к нашему населению, к нашим участникам дорожного движения. Хотел бы попросить быть осознанными, сдержанными, вежливыми в момент управления транспортного средства, уважать других участников дорожного движения, уважать самого себя. Автомобиль является повышенным источником опасности, одним из самых опасных видов транспорта в мире. Берегите себя, берегите своих близких, будьте здоровы. Спасибо за внимание.